середине VI века с востока на территорию Северного Причерноморья ворвалась новая орда кочевников. Это были авары, остатки крупного каганата жуань-жуаней, недавно разгромленного тюрками. Подчинив кутригуров и антов, авары стали продвигаться на запад. Захватив Панонию и среднедунайскую низменность, они основали там сильное государственное образование – аварский каганат. Новые хозяева Среднего Подунавья продолжали вести кочевой образ жизни, паразитируя на местном земледельческом населении. Их главным делом стали грабительские походы в соседние страны. Многочисленные археологические находки говорят, что значительной частью оседлого населения аварского каганата были славяне. Подтверждение этому можно найти в письменных источниках того времени. Так, в 601 году византийская армия смогла разгромить аварское войско, пленив его немалую часть. Среди пленных почти половину составляли славяне. Авары часто привлекали славян к своим военным походам. Из франкской хроники Фредигара, VII век, известно, что кочевники использовали славян в начале сражения, выстраивая их перед собой в две линии. И если славяне побеждали, то авары подходили, чтобы захватить добычу. Поддержку славянам в бою они оказывали только в случае возникновения критической ситуации. Авары каждый год приходили зимовать к славянам, беря в наложницы их жен и дочерей. Археологические раскопки в Среднем Подунавье однозначно подтверждают связь авар и славянок. От этих связей было очень много детей, к которым авары относились крайне негативно. Фредигар даже сообщает, что сыновья, рожденные от аваров и славянок, не выдержав злобы и притеснения, начали восставать против своих поработителей.